сәгатьтә мөхтәрәм милләттәшләр, һезне Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас на главной передаче Башкир Челябинской области в программе «Уралым». Главный кыш-бабай башкирского народа живет на Южном Урале. Здесь изображен национальный наш башкирский орнамент. Башкорт телендә иң оста шаяртучылар билдәләнде. Тарна карарга безнең мөмкинчелек юк. Председатель Башкирского Курултая Кунашакского района Хабрахман Мансуров в округе известен не только как кураист, педагог, мастер. Его еще знают как башкирского Деда Мороза. Он стал лучшим кашбабаем Челябинской области 2015, а в этом году был приглашен в качестве главного Деда Мороза башкирского народа Великий Устюг. Это не первая встреча нашего Кыш-бабая с дедом. Осенью нынешнего года в Вологодской области на детском фестивале «Наследники традиций» хозяин зимы был поражен мелодией курая и лично пригласил Хабрахмана Мансурова в свою резиденцию. Курай ведь это волшебный инструмент башкирского народа, поэтому в Великом Устюге, но в Вологодской области, где я побывал уже второй раз за 2 месяца, он зазвучал 2 раза. И я очень этому рад, что Вологодчина услышала голос курая 2 раза за каких-то 2 месяца. До этого курай там не звучал. К поездке Кыш-бабай подготовился основательно. Хабрахман Хизберович хотел во всей красе представить свой народ. Он смастерил посох своими руками и украсил его башкирскими узорами. В подарок взял башкирский мед. И, конечно же, сыграл на курае. Корреспонденты Первого канала также захотели увидеть башкирского Деда Мороза и приехали к нему на родину в Кунашакский район. Этот посох волшебный посох. Кыш-бабая нет таких посохов. Почему? Потому что здесь изображен национальный наш башкирский орнамент. Здесь лепестки курая. Вот. И он еще и раскладывается, чтобы было удобно возить его. Сейчас Кыш-бабай занят поздравлением южноуральских башкир, принимает участие в мероприятиях, посещает школы. Он считает своим долгом приносить с собой волшебство и веру в добро. Действительно, Новый год – это главный праздник россиян, который олицетворяет собой начало чего-то хорошего, нового и светлого. Дорогие южноуральцы, от имени Башкирского Курултая Челябинской области поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы 2017 год стал для нашей земли, для Южного Урала годом благоденствия, чтобы сбылись все ваши мечты, воплотились все ваши благие начинания. И от себя лично хотел бы пожелать, чтобы все наши народы и конфессии жили в мире и дружбе. Дорогие земляки, в канун нового 2017 года хочу пожелать вам мира, согласия, здоровья и непременно счастья. Пусть все задуманное исполнится, а жизнь станет ярче и богаче. Пусть новый 2017 год будет для всех нас добрым. Яңы ел менән, кадерле дустар. Уважаемые друзья, разрешите поздравить вас с наступающим 2017 годом. 2017 год, я очень сильно надеюсь, что для каждого из вас принесет только положительные эмоции. Постоянное представительство Республики Башкортостан в Челябинской области – это государственный орган, который так же, как и я лично, желает всем жителям Челябинской области, других областей только хороших и позитивных настроений. Аргаяшта икенче тапкыр башкорт КВН үтте. Райондың иң шаян һәм шук егет кызларының тамашаһын безнең иҗади төркем дә күзәтте. КВНда Аргаяш аграр техникумыннан Курман, Бәҗәкәй, Аязгол мәктәбеннән 4 команда төс сынашты. Катнашучылар визитка, өй эше, капитандар ярышында үзләрен күрһәтте. Шулай ук залдан бирелгән һорауларга җавап бирде. Горурланып ултырдым, районыбызда телебез яшәй, телебез үсә дип, яшьтәр бигрәк тә телдәрен үзләренең хаклап, өйрәнеп, шулай бүген матур иттереп сәхнәләр сыгыш яһанылар. Мин горурланып ултырдым. Телебез яшәй, Аллага шөкер. Башкортстан КВН балаларны туган телгә ялеп итүнең иң ышаныслы бер алымы дигән фикердә оештыручылар. Уенга әзерләнгән вакытта катнашучылар телмәр өстендә генә түгел, мәдәният, тарихты өйрәнү буенча эзләнү эше башкара.
Аттарына карарга безнең мөмкинчелек юк. Нигә тиһәң, башкорт телен күп белмәйләр. Шуңа күрә теләге булган кеше белән эшләйбез. Телен йимерәбез, телен өстендә эшләйбез нык итеп. Шуның аркасында килеп сыгасак. Кайһы бина нидә театрда мин Айһылудың айлы кистәре дигән нидә драманы куйганда, мин нидән Айһылудың ролена 5 кеше менән эшләнем. 5 кешенең берәү генә уйнаны. Гаиләлә ата-әсә һөйләшмәгәс, балалар да һөйләшмәй. Шуңа күрә менә шундай ни. Мәктәптәрдә аны нидә бала баксаһында аны уже өйрәтеп булмай. Өйдә гаилә һөйләшмәгәс, ата-әсә һөйләшмәгәс. Башкорт теле ул безнең туган телебез. Без бит башкорт булып калыйк дип әйтәбез балдарга. Еңеүсе тип аграр техникумының дуслык командасы танылды. Уларның сәхнәлә үзләрен тотышы, туган телдә иркен аралашуы жюри агзаларының күңелен яуланы. Үзеңнең башкорт теленде онытмаска дип ниттем, уйнарга кирештем. Һәм безнең районда КВНды продвигать итәргә. Аргаяш районында елдан-ел башкорт телендә шаян уеннарда катнашучылар саны арткандан-арта. Киләсәктә улар башкорт асы КВН лигаһы рәтен тулыландырыр дигән зур өмет яшәй. Жители города Златоуст поздравили со столетием ветерана войны, уроженца Башкортостана Махжана Шамсудинова. Гостям Аксакал рассказал о секретах своего долголетия. Шамсудиновы переселились в 1934 году из деревни Вакиярово Кигинского района Республики Башкортостан в Златоуст и поселились на улице 4-я Нагорная. В семье росли дети. В 1936 году старший сын Махжан устроился на работу на инструментальный завод-комбинат имени Ленина слесарем в 16 лет, а в октябре 1942 года ушел на фронт. Этим ребятам досталось самое тяжелое, пожалуй. Им досталась Курская битва. В годы Великой Отечественной войны Махжан Шамсудинов служил минометчиком, получил тяжелое ранение, после которого почти полгода восстанавливался в госпитале под Кемерово. По сей день вспоминать о войне без слез не может, поэтому родные не тревожат его расспросами. Послевоенная жизнь юбиляра неразрывно связана со Златоустовским металлургическим заводом. Более 40 лет Махжан Шарафудинович отработал в железнодорожном цехе. Активно участвовал в жизни города, всегда поддерживал тесные отношения с земляками из Башкортостана. Ну, впервые, конечно, со столетним человеком встречаемся. Очень даже интересный человек. Мы его еще знали в молодые годы, когда-то мы тут проживали. Очень такой добрый, порядочный человек. Вот так сейчас живу потихоньку. Здоровый, бывает по-всякому. Да. У меня двое свои сыновья. Вот они, золотые они. В этот день много было сказано теплых слов в адрес юбиляра. Именинника заочно поздравил и президент Российской Федерации Владимир Путин, отправив письмо ветерану, с которым Аксакал ознакомился лично, зачитав его вслух перед гостями. Специалисты из Башкортостана провели мастер-классы в Челябинской области по игре на национальных инструментах, стрельбе из лука, рукоделию, истории и культуре башкирского народа. Наша съемочная группа познакомилась с тонкостями национальной традиции. Серия мастер-классов в Челябинской области началась с изучения азов игры на народных музыкальных инструментах, таких как кура и кубыс. Подобные выезды специалистов башкирские музыканты организовывают не в первый раз. Они стали традиционными в местах компактного проживания башкир. Южный Урал заинтересовал их как кладезь башкирской культуры, ведь в нашем регионе в первозданном виде сохранились древние народные жанры, такие как узлау и мунажат. Чувствуется огромный интерес, особенно молодежи, к национальной культуре. И проводились мастер-классы по кураю, кубызу, деревянному кубызу, и атагану, думбре и горловому пению. Мастер-класс посетили более 20 человек. Даже тот, кто выбрал изначально изучение на одном конкретном музыкальном инструменте, впоследствии смог попробовать свои силы в разных жанрах. Как утверждают мастера, у башкир генетическая расположенность к музыке. Сергей Рыбаков в 19 веке написал такую вещь. Он написал словесный портрет мишар, словесный портрет татар, башкир. И вот про башкир он сказал: это невероятно музыкальный народ, который доселе мне не приходилось видеть. Музыкальность, она заложена
уже испокон веков. Челябинская область входит в самый большой кластер северо-восточных башкир. Следующий приезд специалистов из Башкортостана был посвящен изготовлению атрибутики женского национального наряда башкирок, таких как кашмау и нагрудник. Мастерица уфимской студии «Салтер» Хамдия Кунакулова перед занятиями ознакомила южноуральских рукодельниц с традиционными женскими нарядами. Рассказала об особенностях башкирской одежды нашего региона. В последнее время интерес к национальной одежде, либо к атрибутикам национальной одежды с каждым годом растет. Могу сказать, что в Уфе сейчас очень много женщин, девушек, которые посещают театры, музеи, ходят на концерты. Многие одевают как раз-таки нагрудные украшения. Ученые и деятели культуры Башкортостана пришли к единому мнению, что организация мастер-классов и лекций по истории башкирского народа дает большие результаты. Ведь каждая народная песня и танец имеют свою предысторию. Мы объясняем исторические основы танца, исторические основы нашего искусства, нашей башкирской культуры. И, конечно же, это имеет очень большое значение. Для начала понять, кто такие башкиры, что такое башкирская культура и что такое башкирская история. С какого ракурса мы должны смотреть на башкирскую культуру, на башкирский курай, на башкирский танец. Аралашырга ынтылалар, балалар, олылар, үзең менән нимәләр белән отып калып, нимәләр өйрәнеп калырга улар ынтылалар. Башкорт халык йыры буенчалар, шуларны кумыга уйнау буенчалар, шуларны белән специалистлар бар бит инде. Мастер-классы проходили в теплой дружеской атмосфере. Ребята задавали интересующие их вопросы, делились впечатлениями. За короткий срок южноуральцы получили знания по основным направлениям культуры и традициям башкир. И еще раз убедились, что богатство нашего народа в его разнообразии. Ведь единый башкирский народ состоит более чем из 40 родов. Хөрмәтле телевизор караучылар, ошының белән тапшыруыбыз тамам, киләһе очрашканга тиклем. Уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ. До новых встреч! Hey!